Всем привет, добрый вечер, меня зовут Гульнар, кто не знает, кто у нас первый раз. Я родилась в Казани, училась, я программист вообще, первое образование, вот. Сейчас у меня маркетинговое агентство, развиваю бренды татарские и не только в Москве, помогаю. Вот. Мы вот в таком теплом доме проводим татарские, башкирские встречи, вечера знакомств. Также мы проводим встречи наставничества для студентов. У нас каждое воскресенье мы проводим всегда поддержку студентов, адаптацию студентов в Москве. Очень много татар и башкир, кто переезжает сюда. Вот как такого рода у нас работы проходят. Также, конечно же, у нас и деятельность ведет в сфере бизнеса. У нас есть бизнес-клуб. Вот непосредственно мы сегодня пригласили вас. У нас, наверное, в этом году последняя встреча совместно с бизнес-клубом «Сильные люди» Айнуром Гафаровым. Также у нас очень много мероприятий проходит за пределами вот этого штаба. Мы непосредственно сотрудничаем с деловыми партнерами Татарстана, АПМ РФ и другими бизнесами, а также с правительством Татарстана. В Москве у нас есть официальное полномоченное представительство Республики Татарстан на Котельнической набережной. Очень много клубов разных, тоже сотрудничаем, совместно проводим мероприятия. Если есть какие-то предложения по мероприятиям, мы тоже можем обсудить. Мне очень приятно оказаться на этом мероприятии, вот, чисто случайно на самом деле. Вчера буквально сказали: Юль, надо посетить мероприятие, представить, чем полезен будет ВК для бизнеса вашего. А она действительно полезна, потому что каждый бизнес нужно развивать, потому что нам нужно искать откуда-то клиентов, правильно? Сарафанка — это хорошо, но холодные лиды и работа над LTV нам обязательно нужна. Вот, что о себе могу сказать. В свое время до ВК работала в компании Яндекс долгое время, в Директе и в картах. Вот, поэтому надсмотренность достаточно большая, развивали проекты, кстати, если говорить опять-таки про Native Land, родные земли, я, кстати, родом из Уфы, вот, и в Яндексе развивала проект «Воск», «Сахар-воск». Вот, мы в картах достаточно большую франшизу, 64 партнера на этот момент. Вот, поэтому сейчас ВК, в свое время, кстати, тоже запускали рекламную платформу в Лимана Про. Вот, но это такая достаточно узкий такой сегмент. Вот, и сейчас ВК, таргетированная реклама. Кто из вас вообще пользуется этим каналом продвижения? Двое. Надеюсь, после вечера будет больше. Вот, поэтому что хочу сказать. По каким ко мне вопросам можно обращаться? Ну, конечно же, по вопросам продвижения. Поэтому, если будет интересно, подходите, расскажем про сервисы, как работают алгоритмы, как могут найти наши сервисы вашего клиента. Вот, и, соответственно, какие возможности мы можем вам дать. Вот, поэтому спасибо за сегодняшний вечер. Обращайтесь. Пригласила Юлю, вот, и буду рада, если будут полезны услуги нашего холдинга вам, как предпринимателям и людям, которые двигают экономику России. Чем могу быть полезным по франшизе, по масштабированию сети, по управлению командой, личный бренд в том числе, вот много выступал и выстраивал. Сейчас мы новый проект развиваем в этом году, начали. Мы открываем халяльный вендинг. Это кофе и чай, молочные коктейли, и снеки, батончики, водичка, лимонады. Около мечети, на улице. Часть дохода идет в мечеть, мы зарабатываем на продаже товара. Соответственно, такой как бы бизнес связан очень плотно с социальным, при этом всех очень хорошо зарабатывают. Мы, когда с ним познакомились, я говорю: будет такое классное мероприятие будет, ты удивишься, у тебя никогда не было такого. Он говорит: ну давай приеду в Казань. И мы чисто по фану, я говорю: давайте сделаем в ночном клубе. Заказали диджеев, балерины танцуют, наверху цирк типа солей. Он заходит, видит циркачи наверху, балерины танцуют. Васил на сцену под пушки выходит, там огни, лазеры, диджей играет. И он такой думает: куда я попал? Ну тебе понравилось? Конечно, спасибо. Понравилось. Вот, поэтому ваша минутка началась. Давайте еще раз похлопаем, чтобы Айнур и Гульнара побольше улыбались. Это серьезные. Я скажу несколько слов себе и несколько вещей, которые, возможно, нашим гостям, всем, да, участникам сегодня будут полезны в следующем году. Несколько слов себе. Я родился в Магнитогорске, Челябинской области, соответственно.
По-татарски я говорю гораздо хуже, чем по-английски и даже по-китайски, вот, но я двигаюсь в этом направлении, соответственно, вот. У меня 3 дочери, мы живем в Москве, и я возглавляю самый крупный каталог франшиз в России и в мире, на английском языке тоже. У нас суммарная аудитория больше 5 миллионов человек. Все, что касается создания франшизы, продвижения франшизы, это все к нам. У нас есть сообщества, в которых мы состоим. Я один из, можно сказать, что, костяка руководителей Российской ассоциации франчайзинга. Это те франшизы, которые объединены определенной миссией больше 20 лет в России, больше даже почти около 30 лет. В контексте того, что, я знаю, сегодня будут говорить следующие спикеры, да, мы отстаиваем историю правильного франчайзинга, который не является дроблением бизнеса. И вот эта история на переменах, которые всех предпринимателей ждут. А поднимите руки, кто предприниматель. Давайте, можно я попробую еще раз попросить похлопать сильнее предпринимателям? Потому что вы отсюда выйдете, и мы тоже выйдем, вам больше никто не похлопает в ближайший год. Что мы делаем еще? Мы в рамках общественной деятельности, да, я состою в Аполе России, я там возглавляю комитет по франчайзингу. В каждом городе, субъекте столицы есть свои региональные отделения, они действительно разные по активности. В Москве оно у нас хорошее, в Казани оно тоже хорошее, если кто-то из Казани. В Уфе оно замечательное также, соответственно. И вот в эти непростые времена, которые нас точно ждут, да, там в следующем году, те, кто поднимал руки как предприниматель, да, я просто рекомендую просто приглядеться к тем вашим землякам, кто откуда, да, кто там состоит, потому что вот эти все там жалобы наши, да, там, или какие-то отстаивания наших интересов лучше делать не поодиночке, лучше делать от общественных организаций, бизнес-клубов, ресурсных бизнес-клубов. Вот мне нравится то, что делает Айнур, то, что это, нет претензий на влияние, да, то есть больше, конечно, он на задачи внутренние, соответственно, заточен, насколько я это вижу. У опоры все-таки претензия на влияние есть, вот, кому она нужна, соответственно, да, присоединяйтесь, усиливайте сообщество, и это одна из точек сборки. У кого будет там франшиза, опять же, Российская ассоциация франчайзинга. В рамках этой общественной деятельности мы ведем гуманитарную деятельность, мы помогаем фронту, каждый месяц практически я бываю в зоне СВО, и как-то год назад мы были на заседании, мы сделали такую инициативу, она называется «Франшизы для ветеранов СВО и участников СВО, членов их семей». И я выступал перед достаточно влиятельными людьми, конкретно перед Анной Евгеньевной Цивилевой, она директор Фонда «Защитники Отечества» и, соответственно, сейчас замминистра обороны. Ее и нескольких участников вот этой встречи я спросил, задал простой вопрос, да, соответственно. И вам тоже я хочу его задать. Вот у нас есть очень модное, не то что модное, а слово, которое сейчас всегда с нами, патриот. Слово патриот, я думал, что оно английское, патриот, да, соответственно. Мудрые люди, философы меня поправляли и поправили, что это все-таки латинское слово, патрио, соответственно, там отец и так далее. Вот какое слово в русском языке есть, которое изначально, синоним слова патриот, вот. У каждого ответ может быть свой. Я для себя его нашел. Можете кто-нибудь сказать первую мысль, которая есть? Какой-то диалог с залом, если можно. Отечество. Да, отечество, да, еще. Давайте так, я придумал еще одно слово, почему я в этом деле, да, то есть помощи фронту, СВО, это слово земляк, да, то есть это земляк, землячество и так далее. То есть ты без привязки к твоей национальности, если оказался в кругу, где твои одноклассники, твои соседи, да, там по детским площадкам воюют, ты, соответственно, начинаешь им помогать. И тут уже отпадают все остальные в этом плане стопора, ты этим заражаешься во всех смыслах, это опасное дело все равно, и начинаешь помогать. Поэтому я честно призываю быть земляком, своим землякам, если так можно говорить, да, посмотреть в эти дни действительно, кто нуждается в помощи, не только там кошечки, собачки и традиционная благотворительность, так скажем, которая всегда с нами, мы все в ней задействованы, я уверен, да, но и посмотреть, кто сейчас воюет, кто сейчас находится в госпиталях среди наших сотрудников, может быть, членов семей сотрудников и так далее. И можно сказать, что протянуть руку помощи. Это минутка информации, которую я в том числе в ночном клубе тоже озвучивал в Казани, когда выступал.
Мы это делаем, это, конечно же, нас всех сильно уже выматывает и так далее. Много людей, кто через это проходит, это все опасно во всех смыслах, если кто-то воюет. Но отдельно еще хочу сказать, что мы так как бываем в Донецкой Народной Республике, в Луганской, в Запорожье, в Херсоне, там идет какая-то жизнь, соответственно. К слову сказать, там есть мечети в каждом из этих субъектов, там есть люди, которые ждут, что мы будем им говорить, соответственно, и так далее. И самое главное, для предпринимателей, кто поднимал руки, там практически отсутствуют сетевые компании. Жителям этих республик наших, да, нельзя зарегистрироваться в кабинет свой на маркетплейсах по-прежнему. Ты не можешь открыть аккаунт на Wildberries и начать продавать. Нету ПВЗ Wildberries и Озона. Есть только там PSB Market и так далее. Но вот эта история для того, чтобы мы могли подумать о том, чтобы эти предприниматели были с нами как-то там связаны. Конечно, они все особенные, интересные люди там. Но это огромное поле, где пока нету никаких сетевых компаний. Это определенно вольница такая, да, это там 90-е по-прежнему. Ну и для тех, кто в эту сторону будет смотреть, чтобы не пороть косяков, не делать ничего лишнего и не подвергать себя опасности, смотрите, обращайтесь. И вот в контексте, кстати, еще пользы, да, которую можете посмотреть в плане своих бизнесов и бизнесов, которые, ну, будут к вам обращаться, есть у Минэко достаточно большая распределенная сеть, называется «Центры Мой Бизнес». Вот, и в том числе в эти регионы есть точки доступа через этот центр «Мой бизнес». Вот. Куда можно просто позвонить, сказать, мы вот хотим нашу продукцию поставлять, наши услуги оказывать, открыть филиалы и так далее. Ну вот я вчера был в Екатеринбурге, там общался с ребятами из Контура, ну, может, знаете, да, Контур, да. Там крупная компания, вот. Они открылись там быстрее, чем 1С, соответственно, повесили везде плакаты, Контур, ребята с вами и так далее. Это хороший пример того, как надо развиваться там. Несколько миллионов человек, рынок сбыта, если вдруг вам станет тут чуть-чуть там душно, да, и так далее. Вот. Завершая свое выступление, о той теме, о которой я написал Гульнаре, когда она меня позвала, соответственно. Он сказал, с чем ты выступишь? Я говорю, ну я выступлю про Саудовскую Аравию. Вот. То есть мы работаем как международный маркетплейс, так получилось. У нас сайт на английском языке, который крупный достаточно в мире по франчайзингу. Штаб-квартира находится здесь в Москве у нас, да, то есть у нас вся повестка находится там. Может быть, я то, что сейчас расскажу, наведет вас тоже на какие-то мысли и направит тоже в определенные действия, да, как развиваться. Есть такая системная вещь, да, то, что наша страна в налогах движется на самом деле не куда-то там в пропасть или куда-то еще, она движется к премиальному сегменту стран, которые уже давно это прожили. Ну, там, Англия, Германия, короче, G7. Вот мы были G8, нас оттуда выгнали, но мы по-прежнему G8. И вот эта вся история с налогами, она релевантна тому, что есть в этом G8, да, то есть, ну, в отсутствии других гарантий, которые хотелось бы тоже получить, но, тем не менее, налоговая нагрузка, она такая промежуточная между вольницей, которая у нас была, и между тем жесткачом, который есть там в Голландии, в Англии, во Франции, когда ты обязан платить половину дохода государству. И не уйдешь от этого. Вот. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что как только там начались закручиваться гайки, еще в начале там, 20 века, да, но на самом деле в середине 20 века, самые активные предприниматели из этих стран двинулись в Пампасы, соответственно, да, там, в Африку, в Юго-Восточную Азию, в Россию и так далее, в бегстве от того, что, соответственно, на них давлело государство. Ну, то есть, вот самые пассионарные люди, которые создали индо-английскую компанию в Индии, фактории на Аляске из России, соответственно, тоже, да, они осваивали новые территории. Российскому предпринимателю, ну, тем пассионарным людям, которым становится душновато здесь, как бы, да, от правил игры, ну, очевидно, это нормально, о том, что мы там говорим. Огромный мир открыт развивающихся стран, которые не G8, как мы, со своими практиками. Российский предприниматель закален за последние 3 года в неопределенности военных действий и так далее. Мы в плеяде таких предпринимателей, которые, ну, несколько стран в мире создали сейчас в текущих реалиях, где идут в странах боевые действия, есть какая-то предпринимательская жизнь, неплохая на самом деле в нашей стране. И вот эти практики, они опережают сейчас средний уровень по больнице, который есть в мире, вот в обычных практиках, что такое коммерция, реклама и так далее. Вот. Куда мы смотрим сами? То есть так получилось, что нас стали арабы приглашать к себе, мы сильно стали влиять на вообще вектор развития экспорта не только из России по франшизе, но и из 2 еще стран, Эмираты и Саудовская Аравия. И
мы настолько, как бы так получилось, что сделали наш маркетплейс, что саудиты, они подумали, что мы американцы. И вот в 22 году нас первый раз туда пригласили, мы выступили, рассказали о франчайзинге и так далее, но когда, дошло суть до дела, соответственно, они такие сказали: ты что, из России, что ли? Как бы, говорю, ну да, типа, салам алейкум. Вот, и вот я это называю волшебный салам алейкум, соответственно, да, то есть, когда ты это начинаешь говорить, это реально работает. Они на самом деле любят Россию очень сильно, саудиты, на бытовом житейском уровне, гражданском, да, соответственно. На мой взгляд, такая, мое видение, так как я там сейчас много времени провожу, и мы делаем большой коннект сейчас по теме франшиз между Саудовской Аравией и Россией. Верхушка саудитов, она вся проамериканская, она зажата в очень жесткие тиски того, что над ними давлеет уже не один десяток лет. Но в стране живет там больше 35 миллионов человек. Гражданское общество, их мигранты, те, которые едут тоже из Пакистанов, там, во всяких и так далее, конечно же, они, видя то, что происходит в Газе и вообще, что происходит, они начинают солидаризироваться, как это правильно сказать, с нами, так как мы такие же отморозки, как они, соответственно, вот, это гражданское общество. И Старбаксы в Саудовской Аравии начинают постепенно пустеть, потому что гражданское общество там, которое есть, оно говорит: что-то мы с вами не очень хотим, американцы. Вот. И весь мусульманский пояс, который есть от Джакарты, да, самая крупная мусульманская страна в мире, Индонезия, и вот все по югу, то, что идет там до конца африканского континента, Магриба, политики, верхушка вынуждена, конечно, они прогибаются под Америку. А вот все остальное население, оно, конечно же, с большой фигой в кармане, оно лишний раз пойдет уже не в Starbucks, а в локальный бренд. И вот эта история, она сейчас переломная. Но она усилилась, да, конечно же, вот этими военными событиями. И тут оказались мы, короче говоря, сказали, не только мы как топ-франчайз, а мы как Россия, страна. И они нашли такой выход, типа, что мы даже верхушка саудовская, что типа, мы не только с американцами, мы как бы и с Россией, смотрите, тоже. И эту идею активно продает своему населению. Это классно, это окно возможностей, которое открыто. Второй самолет, борт, полетел в Россию из Риада, то есть во Внуково летает, и в Шереметьево, соответственно, да. Нету виз с какого-то дня, там уже, да, начинается история безвизовая. Понятно, что есть Умра. Я, кстати, в этом году в Умре первый раз побывал в жизни. За всех своих предков, кто последние 100 лет не бывал. Кто не бывал, рекомендую. Да? То есть прям искренне. Это очень благое дело. Вот. И это окно возможностей надо использовать. И модель франшизы, на самом деле, она одна из лучших моделей, чтобы со своим товаром или услугой оказаться там. Потому что товарные барьеры, я занимался товаром много лет, да, мы развивали бренд «Экспедиция». Ты должен поставить себя на полку в какую-то там, сетку какую-то, да, барьер постановки себя на полку в ритейл-сетку, он достаточно большой. Сертификация, товарные остатки, логистика, это сложно. И вот сейчас в этой экономике, в саудовской, есть ситуация, когда очень много свободного кэша, как у нас, соответственно. Единственное, что у нас деньги дорогие этого кэша, соответственно, а там они, существенно дешевле. И люди массово скупают франшизы, то есть всех брендов, которые могут туда зайти. И американские, на самом деле, и любые, потому что нету насыщения сетевых брендов там. Потому что эта страна была в общем поле во многом изгоем. То есть люди просто так не говорили: полечу-ка я в Риад, погуляю там, да, соответственно. Вот. Бытовые все истории, они начинают туда проникать. Во многом Саудовская Аравия, если кто-то бывал, вы меня поправьте тоже, может быть, и не согласитесь, но она похожа на крайний север российский. Люди очень душевные, вот если взять Саудию и Ямал наш, например, да, там, где я тоже бываю регулярно, очень много похожего на самом деле, и по климату, и по всему. И очень большой спрос на бытовые вещи, связанные с товарами и услугами. Поэтому мы там продолжаем работать. Я приглашаю вас к этому движу, если кому-то эта тема будет интересна. Одна из точек входа в следующем году, ровно через месяц, будет в Риаде. Будет самая крупная выставка франшиз региона. Мы там держим наш российский стенд, соответственно, наша компания Top Franchise и Российская ассоциация франчайзинга, и там наглядно можно будет посмотреть, как определить место вашим товарам и услугам там, соответственно, да. Вот. Это в альтернативу модному Дубаю. По недвижке тоже в Саудовской Аравии открывается уже история, соответственно, с покупкой, да, частной коммерческой недвижимости. Они очень сильно ревнуют тому, что происходит в Эмиратах, и хотят предложить больше. Вот, по-моему, со следующего года начинает работать свободная экономическая зона, где можно тоже вести бизнес. Поэтому вот в нашем таком клубе, сообществе могут формироваться такие заговоры, да, соответственно, по выходу на рынок Саудовской Аравии. На этом все. Рахмат.